Понедельник, 27 июля. Население страны вздохнуло с облегчением. По сравнению с прошлой неделей почти в 2 раза меньше заболевших – 483 случая. Министерство здравоохранения даже в коей-то мере похвалили кыргызстанцев за то, что их наконец послушали и начали выполнять необходимые требования. Инфекцияны жұқтырып алуу коркунуч жолдорун эске алуу менен Многие кыргызстанцы, видя статистику с заболеваемостью, смертностью, стали соблюдать самоизоляцию, другие меры предосторожности. Это тоже является одним из факторов, который способствовал снижению регистрации случаев COVID-19. Когда после карантина все вышли на улицы, без соблюдения санитарных мер, все вылилось в нехорошие цифры. Количество заразившихся зависит от того, насколько много мест посещает человек. Вирус передвигается по траектории движения человека. Если 500 зараженных человек не будут сидеть дома, не будут соблюдать изоляцию, то будут дальше заражать. Тот факт, что кыргызский народ сплоченно борется с вирусом и каждый пытается внести свой вклад, уже давно стал известен всему миру. Неравнодушие и выполнение человеческого долга преобразуется в тонны медикаментов, оборудования и гуманитарной помощи. Вторник, 28 июля. Выявили 548 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Кажется, эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане, как и в соседнем Казахстане, стабилизировалась. Однако в главном медицинском учреждении страны заявили, что нет никаких поводов для расслабления. Напротив, в стране активно идет подготовка ко второй волне коронавируса. Сейчас кислород покупает у Казахстана. Мы привлекаем 2 наших предприятия. У них есть возможности. Кроме того, ваше одно из предприятий намерено наладить выпуск аппаратов ИВЛ. Кроме того, в больницах есть возможность открыть окна, проветривать. В холодное время это будет трудно. Поэтому дано поручение обеспечить медучреждения всем необходимым к зиме. Мы также ведем работу по перепрофилированию пустующих больниц в регионах под стационары для лечения больных коронавирусом, а также идет стройка новых здравоохранительных учреждений. Параллельно борьбе с невидимым вирусом в Кыргызстане ведутся подготовительные работы к выборам в парламент, которые, как и в прошлый раз, были назначены на 4 октября. Только в этот раз обещают, что они пройдут чисто и беспрецедентно. Был подписан даже закон о внесении изменений в избирательное законодательство, где за любой промах, на который ранее закрывали глаза, отныне грозит уголовная ответственность. Президентом подписан и вступил в силу важный закон, касающийся санкций за нарушение в ходе выборного процесса. Прежде всего, изменена статья, касающаяся ответственности за подкуп голосов избирателей. Расширен круг субъектов, привлекаемых к ответственности за подкуп голосов избирателей. По традиции на брифинге, на котором различные ведомства в порядке очередности озвучивают отчеты по проделанной работе, министр сельского хозяйства также выступил перед населением. На нем глава ведомства Эркинбек Чодоев признал, что из 9 жизненно важных продуктов Кыргызстан в силе обеспечить себя только 3 из них – это молоко, картофель и бахчевые. Касаемо продовольственной безопасности было сказано, что только сплоченность и единство в силах справиться с возможным гуманитарным кризисом. Мы хотели призвать и наших фермеров, чтобы отнеслись тоже с пониманием, ответственностью, потому что есть предпосылки, вот мы делаем анализ, мониторинг по Казахстану, по Российской Федерации. В некоторых областях есть понижение урожайности и пшеницы, и других культур, поэтому мы хотели бы в этом вопросе заострить, что мы сегодня должны стремиться, чтобы продовольственная безопасность, она была как бы создана на следующие года. В этой государственной программе задействовано очень много государственных других органов. Я тоже вот хотел бы призвать все государственные органы, чтобы мы сообща должны работать, что сегодня продовольственная безопасность составляет костяк, да, национальной, экономической безопасности. Среда, 29 июля. 668 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. В Минздраве сообщают, что совместно с российскими специалистами будет разработан новый 4-й по счету протокол лечения заболевших. А в правительстве обещают, что упорный труд медиков будет вознагражден. И это отнюдь не пустые слова. Помимо этого, в Кабмине сделали то, чего от них народ ждал со времен введения карантина. Увеличили надбавки медработникам.
Надбавки медицинским работникам за работу в очагах были пересмотрены и увеличены. Мы выделим категорию медиков, которых отправим на Иссык-Куль на реабилитацию. Кроме того, хотелось бы добавить, что заработная плата медиков, которые работают на удаленке, также сохраняется. Если ранее сумма выплат медикам, работающим в очагах, составляла 47 100 сомов, то сейчас сумма возросла до 72 000 сомов. Кроме этого, в данную группу включили патологоанатомов. Сумма их выплат за месяц работы составит порядка 78 000 сомов. Четверг, 30 июля. 631 новый случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Точно так же, как ТЭЦ готовится к отопительному сезону, Минздрав начал свою подготовку к зиме, потому как с наступлением холодов в республике наблюдается рост случаев заболеваемости ОРВИ. Поэтому, чтобы вновь не остаться под шквалом критики, в ведомстве начали процесс по закупке вакцин. Для установления этиологической структуры, какой у нас вид гриппа циркулирует ежегодно, по лабораторным данным мы видим, что какой вид вируса гриппа у нас циркулирует. Для того, чтобы установить этиологическую структуру, на сегодняшний день Министерством здравоохранения запланирована закупка тест-систем, реактивов для установления этиологической структуры гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Нельзя не отметить, что месяц июль стал неимоверно тяжелым для всего кыргызского народа. Вполне возможно, что этот месяц запомнится в современной истории Кыргызстана масштабами своих потерь, а также объявлением 30 июля Днем национального траура в память о погибших от коронавирусной инфекции. Уважаемые соотечественники, сегодня день национального траура в память о погибших от коронавируса в нашей стране. В этот день все кыргызстанцы будут поминать тех, кто ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции, выражать соболезнования и говорить слова поддержки их семьям и близким. Болезнь, охватившая все страны мира, принесла много горя Кыргызстану. Мы потеряли своих граждан. Вследствие болезни ушли из жизни родители, дети, родные и близкие многих кыргызстанцев. Страна понесла невосполнимую утрату. Мысль о каждом соотечественнике, ставшего жертвой коронавируса, болью отдается в моем сердце. Пусть земля им будет пухом, пусть покоится с миром. Приносим глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Призываем их быть мужественными и стойкими. Просим терпения и силы Всевышнего. У всех у нас одна судьба. Все кыргызстанцы вместе едины. Каждый погибший кыргызстанец – наш соотечественник, близкий человек, родственник, друг, сосед или знакомый. Пятница, 31 июля. Зафиксировано 662 случая заражения COVID-19. Как нам неоднократно говорили в Министерстве здравоохранения, прибывающие медикаменты и оборудование по закупке или в качестве гуманитарной помощи распространяется по медучреждениям страны по мере необходимости. Однако резкий рост случаев заражения в Иссык-Кульской области, по всей видимости, связанный с туристическим сезоном и наплывом отдыхающих на озеро, регион застали врасплох. Причем в этом признается новоиспеченный полпред области Балбак Тулебаев. Проблема есть и в Жетыгузском районе. Туда тоже направили врачей из Каракола и Бишкека. Сегодня встречался с российскими медиками. Они сейчас в Аксуйском районе. Завтра поедет в Жетыгуз. Сейчас туда направим все силы. Там тяжелая ситуация. Надеюсь, в течение нескольких дней мы ее стабилизируем. Сейчас прорабатывается вопрос приобретения в каждый район рентгенаппаратов и другого оборудования. А Минздрав направил в область 1 рентген и 1 аппарат компьютерной томографии. Сейчас в тройке лидеров по уровню роста заболеваемости, кроме Иссык-Кульской области, также Джалалабадская и Таласская. А вот в Бишкеке и Чуйской области, наоборот, самые низкие показатели роста. При этом здесь все равно больше случаев заражения. Карта распространения COVID-19 в Кыргызстане. В Бишкеке 15 602 случая заражения, летальных исходов 626. В Чуйской области 4 612 случаев, летальных исходов 187. В Волжской области 5 818 случаев, летальных исходов 187. В Нарынской области 1464 случая заражения COVID-19, погибло 75 человек. В Джалалабадской области 3045 человек заразились коронавирусной инфекцией, летальных исходов 127. В Иссык-Кульской области 2615 случаев заражения, летальных исходов 85. В Баткенской области 1535 случаев, летальных исходов 40. В Таласской области 1114 случаев заражения, летальных исходов 51.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в абсолютно все секторы. Стало невозможным проводить масштабные мероприятия, такие как День Победы в Великой Отечественной войне. Не стало исключением и совершение паломничества, а в Кыргызстане и вовсе отменили молитву на центральной площади, призвав всех кыргызстанцев находиться дома. Несмотря на это, очевидно, что человечество способно приспособиться ко всем условиям, пусть даже принудительным. Берим Кубанычбек, Забек Туркалыков, Азиза Нурланова. Новость Ушпири.